сибирские осетры, но и американские веслоносы. Воистину, неистощима на чудеса земля сибирская. Может, удастся скрестить их всех между собой, и тогда на свет появится благородный карп сибирский. Местная же рыба, в благодарность за вкусный стол, поделится с ними секретами выживания в здешних суровых краях. И тогда новой супер-рыбе уже точно все будет нипочем. Новый год под водой. Непростое для рыб время, когда праздничному застолью они предпочитают зимовальную яму. Существует целый ряд видов рыб, которых рыболовы, безусловно, относят к летним. Это карась, карп, сазан, сом, толстолобик, змееголов и некоторые другие. Поимка их характерна скорее для сезона открытой воды. Считается, например, что лежебоки караси и сазаны на зиму закапываются в донный ил, покрываются толстым слоем слизи, впадают в оцепенение и оживают только с наступлением теплых весенних дней. Может быть, для водоемов севера России это и так, но то, что удалось посмотреть нашему оператору в подводном мире Ахтубы, выглядит несколько иначе. Рыба, собравшись на местах своих зимних стоянок, действительно сбивается в плотные стаи, перестает питаться, но не впадает в анабиозное оцепенение, а продолжает двигаться, стараясь, впрочем, придерживаться мест с отсутствием течения или со слабым течением. Это стремление приводит к тому, что сбившаяся в плотный клубок стая постоянно шевелится, дышит, машет хвостами-плавниками, суетится. В общем, жизнь тут бьет ключом и совсем не похожа на сонное оцепенение, которое обычно рисуется в голове рыболова при словах «зимовальная яма». Но в это время рыба не клюет. Интересно, что среди стай зимующего сазана часто попадаются некрупные самы. Какую пользу получают зимующие сазаны от столь грозных соседей, не совсем понятно. Но сазаны явно не протестовали против наличия в плотной стае внушительных захватчиков уютной зимовальной ямы. Пожалуй, единственная рыба, поведение которых до сих пор не удается запечатлеть нашему оператору, это уклейка. Видимо, в зимний сезон она занимает какие-то промежуточные слои воды и в глухозимье совсем перестает питаться. По крайней мере, случаи поимки уклейки в январе при подледном лове относятся совсем уж к редким случаям, и в нашем архиве их пока нет. Новый год на Волге. Холодная неделя, оставляющая у рыболовов самые теплые